Максим Леонардович, добрый день, добрый вечер. Добрый день. А можно просто Максим? Конечно. У нас среди журналистов это же, в принципе, не возбраняется, да? Вот если бы вы были татарином, вас можно было бы назвать Максим Эфенде или Максим Абы, у нас так говорят. Для меня это честь, спасибо. Ну, давайте вернемся, как говорится, к теме нашей беседы сегодняшней. Максим, вот знаете, наша встреча сейчас проходит очень знаковое время. Дело в том, что в Татарстане проходит год родных языков и народного единства. Как вы считаете, какие условия сегодня необходимо создавать в государстве, чтобы языки в эпоху глобализации не теряли своей функциональности? Ну, я считаю, надо прежде всего исходить из того, что национальность есть часть личности. Она существует в голове человека. Если человеку комфортно считать себя русским, татарином, марийцем или маритом, или удмуртом, или кем угодно, евреем, армянином, азербайджанцем, это его право. И отнимать это право у человека абсолютно недопустимо. Но если это естественное право человека ощущать себя принадлежащим к определенному этносу, да, к народу, то это значит, что общество, которое называет себя демократическим, современным, должно это право защитить. Защита права человека ощущать себя татарином или русским, это значит возможность для человека комфортно говорить на этом языке, изучать язык, изучать историю. Эта инициатива, эта жизнь должна подниматься снизу. Если вот, допустим, в Республике Татарстан, которая являлась и продолжает оставаться образцом межнациональных гармонических отношений, есть запрос на то, чтобы в каких-то районах изучать, я знаю, марийцы, да, у вас живут, марийский язык. Пожалуйста, конечно, разумеется. Если есть государственный татарский язык, а что плохого в том, что русский мальчик или мальчик-мариец выучит татарский язык? Понятно, что он не станет для него постоянным обиходным языком, да? Или родным языком, да? И тем более родным. Для меня же немецкий не стал родным, или английский, который я знаю, да? Но дополнительное знание о языке, тем более таком богатом культурном языке, как татарский язык, безусловно, усложнит личность. А более сложная личность, она является защитой для человека от манипуляций. Я все время предлагал даже больше. Я, когда был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте, выступая перед лицом президента Путина, по-моему, это было в Уфе, я предложил ввести дисциплину «Культура народов России». История, культура народов России. У нас, смотрите, мы в школе изучаем историю Западной Европы, да? Мы знаем там про греков, про итальянцев, про немцев. А что знает русский мальчик про татарский народ? Где он про это можно прочитать? Что знает татарский мальчик про чеченский народ? В России живет 193 народа по официальной переписи. И мне кажется, каждый народ – это бесконечная вселенная. Наши потомки, представляете себе, вдруг кто-то из них скажет, а почему вот вы не сохранили для нас язык, а почему вы не сохранили для нас культуру? Вот как раз это и есть, наверное, тот диссонанс, о котором вы говорите. К чему может это все привести? Так ведь через несколько поколений, если мы останемся одной мононацией. Как вы считаете? Я таких примеров мононаций, кроме европейских, не знаю. Да? И в Европе это все усложняется. В Германии, ну, часто приводят Америку в пример. Вот, мол, плавильный котел. Никакой это не плавильный котел. Вы в Америке, разговаривая с американцем, понимаете, он говорит «I'm American» в политическом смысле. То есть он разделяет ценности Конституции, Декларации, значит, прав человека, он разделяет ценности американского государства, но при этом он скажет «Я итальянец», «I'm American Italian», «I'm American Jewish», «Я американский еврей», «американский грек», «американский татарин» есть, «американский русский». Никакие этничности в Америке не растворяются, потому что это частное дело человека. Это бесконечно интересная вещь. А у нас это упрощают. У нас это упрощают и примитивизируют. Вот, мол, там русским мальчикам и девочкам тяжело изучать татарский язык. Ну, как я уже сказал, им и на физкультуру ходить не хочется тоже, понимаете? Ну вот у нас же есть закон о родных языках. Вы представляете себе, в свое время, 3 года тому назад его приняли. И благодаря этому закону, если раньше 90% вот нас родителей выбирали в качестве родного татарский, родители татары, то теперь с каждым годом их число становится все меньше и меньше. То есть сбылись самые вот неутешительные прогнозы, о которых вы в том числе тоже говорили 3 года тому назад. Я считаю, что каждый субъект должен обладать правом определять самостоятельно подобную вещь. Свое, собственное. Конечно. То есть никакие ВГОСы
Никакие федеральные государственные образовательные стандарты, а именно какие-то внутренние региональные стандарты. Вы о них сейчас говорите? Я считаю, да, что касательно этнокультурной особенности региона, региональный стандарт должен превалировать над государственным. Единственное, у нас должно быть четкое понимание. Федерация – это то, что не может распасться. Сама идея разговора о распаде федерации должна быть политическим преступлением номер один в нашей стране. Но именно зафиксировав эту рамку, что мы, народы, граждане Российской Федерации, собираемся вместе ради федерации, чтобы быть здесь счастливыми, чувствовать себя комфортно, и мы не разрешаем кому-либо разваливать наш общий дом, мы установили, построили стену. Внутри мы должны предоставить каждому право чувствовать себя татарином или татаркой, русским или русской, армянином или армянкой, азербайджанцем или азербайджанкой и так далее. Каждый народ должен ощущать нашу реальную федерацию, которую мы построим своим домом, местом, в котором ему комфортно на земле. Максим, спасибо вам огромное за такое интересное интервью, за ваши такие интересные, уникальные, удивительные идеи. Благодарим вас. Пожалуйста. За встречу. До свидания. До свидания.